всем! С вами Вамва и Мария. Морские путешествия. ВНДМ Sea Trips. Добрый день! Бытует мнение среди людей и среди даже рыболовов, что езя есть нельзя. Но так ли это? На самом деле у нас, у эстонцев, тоже существует такая не пословица или даже не поговорка, но говорят именно про езя, что ешь и плюйся. Потому что очень много мелких косточек. Эта рыба больше воспринимается как какая-то сорная рыба. Но так ли это? Если вы говорите, что езя есть нельзя, то просто не умеете его готовить. Я нашла один интересный рецепт, который меня спасает, выручает. Эта рыба прекрасная, вкусная. Что делать, если эта рыба попалась к вам в сети? И что делать, что если у вас такой охотничий рыболовный азарт, что вы наловите и езя? Я научилась езя готовить так, что там вы не почувствуете даже ни одной косточки, и вкус будет просто превосходный. Один раз вы почистили езя, приготовили вот такие консервы, и потом используете его, делаете салаты, готовите паштет, рыбный вкусный паштет на чибату или на багет горячий. Это просто вкусняшка. Или готовим суп. Очень вкусно. Я вам покажу, как я готовлю. Это очень легко и просто. Для этого нужно просто почистить езя, удалить чешую, внутренности. Можно порезать кусочками, можно филировать. Режем кусочки где-то по 3 сантиметра. Плотно укладываем в банку. Добавляем специи. Можно добавить ваши любимые специи. Соль, перец и лавровый лист. Наливаем масло по плечике, прикрываем крышкой, но не плотно закрываем, и ставим в духовку на 185 градусов на 2,5 часа. Потом выключаем и медленно остужаем. Пусть постоит и медленно остынет прямо в духовке. После этого можно плотно закрыть крышкой и поставить в холодильник. Эти консервы хранятся в холодильнике в течение года до весны. Кстати, когда вы откроете эту баночку с консервой из езя, вы увидите, что мясо там бело-нежно-розовое, вкус отличный и нет ни одной мелкой косточки. Путешествуя от порта к порту, разные рыболовы, разные рыбаки делятся с нами разными рецептами, которые мы, естественно, пробуем и выбираем для себя самые лучшие, которые нам больше всего нравятся. Эти рецепты, которые мы слышим, в основном они передаются из поколения в поколение. И их не найдешь ты в каких-нибудь книгах, потому что это вот конкретная тема конкретного острова. Вот здесь мы готовим именно так. И это наш рецепт, рецепт нашего острова или жителей нашей деревни рыбацкой. И этими рецептами я рада поделиться с вами. Будем делиться нашими случаями на рыбалке, нашими путешествиями, места, которые мы будем видеть. Поэтому не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всем хорошего дня! В другом видео, как я солю или вялю в памперсе езя или сига. Таким образом он хранится тоже очень долго и всегда готов у вас. Бутерброд с соленым езем. А еще можно подкоптить посоленного езя, посоленного как сиг, например. Открываем и ставим в духовку на 185 градусов и ставим в холодильник. Можно филировать. Плотно